Девушке 21 год, за плечами развод и 3-летний ребенок. В 2017 году ее украли. На тот момент она успела только окончить школу, а ему было 33 года. Когда мне было 18 лет, я поступила в Кыргызско-Российский славянский университет на медицинский факультет. Но из-за ревности мужа прекратила учиться. Почти сразу забеременела, и тут начались систематические побои и измены. До вступления со мной в брак у супруга была женщина, и он не переставал с ней встречаться. Даже переписывался с моего телефона. Свекровь угрожала тем, что если уйду или скажу что-либо своим родителям, скинет меня в БЧК. Долгое время не давали мне телефон. После долгих конфликтов с супругом, побоев из-за ревности в 2019 году она все же решилась на развод. Но это только усугубило ситуацию, рассказывает Айгерим. Имя ее изменено. По ее словам, начались преследования. Пару раз увозил ее в поле и избивал. Бывший супруг женился, но не переставал звонить, писать и угрожать, что убьет. Она добавила, что он был ранее судим. У него долги в размере 2-3 миллионов сомов. Он нигде не работал, занимался извозом, а жили на деньги его родителей. Пару раз увозил и избивал меня. Я теряла сознание, получала травму, лечение. Сейчас я на таблетках. Постоянно дерганная, живу в страхе. Мой бывший муж постоянно забирает дочку, и я ее не вижу неделями, месяцами. В последний раз он сказал, что устроит аварию или несчастный случай. Так что никто не заметит. Я не знаю, кто меня защитит. Бывший муж Айгерим опровергает всю информацию. Он отметил, что брак заключался по согласию сторон и никто не принуждал девушку. А обращение Айгерим в правоохранительные органы заявления воспринимают как месть. Соответственно, конечно, я не ангел. Не буду там оправдываться. Но были такие моменты, которые по мелочам ругались, но с кем не бывает. А что там рукоприкладством заниматься, вывозить, она не такой человек и не такого объема, да. И одна штучка, если поставить, не знаю, у нее синяк на полтела может быть, да. Потому она нежная, у нас была любовь, у нас дочка. Почему же по отношению к ней насилие принимать, да, если устраивало, жалоб никаких ни от кого не было. Специалисты кризисных центров, куда в день обращаются десятки женщин, пострадавших от насилия, отмечают, что в тени остаются сотни историй женских судеб. За помощью обращаются девушки 15-16 лет и даже женщины в преклонном возрасте. Они нуждаются в первую очередь в защите. Обязательно должно произойти что-то трагическое, резонансное, чтобы все узнали, но тогда уже поздно. Никто не реагирует, все кричат, истории повторяются, но никто не реагирует. Девушка обратилась в УВД из Игатинского района, но не уверена в защите правоохранительных органов, а потому обратилась к специалистам и СМИ. В ГУВД Чуйской области сообщили, что по факту угроз заявительницы со стороны бывшего мужа начато досудебное производство. Информация о том, что мужчина до судимости работал в органах внутренних дел, также уточняется. Азамат Кинджешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.